Богатые богатеют, бедные беднеют. Секрет финансовой грамотности, которую в нашей стране планируют закреплять для того, чтобы повышать благосостояние жителей. Только в нашей республике порядка 11%, согласно данным статистики, имеют доходы ниже прожиточного минимума. Как быть? Обсудим прямо сейчас в программе интервью. Сегодня с нами Елена Сидикова, руководитель Уфимского регионального центра финграмотности. Елена Геннадьевна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что значит быть финансово грамотным человеком? Ну, если совсем просто сказать, да, это уметь не только зарабатывать деньги, не только считать, но и приумножать, соответственно, свои доходы. Делить на определенное количество конвертиков, да, ставить финансовую цель и анализировать траты и, соответственно, идти к цели. Действительно, бедность, она связана с отсутствием финансовой грамотности у людей. Напрямую. Как это все работает и что можно сделать, чтобы исправить? Семья, которая не умеет считать деньги, не умеет приумножать доход, не понимает, как анализировать и ставить финансовые цели, часто запутывается в кредитах. Берет один кредит, потом, чтобы его погасить, берет другой кредит, этот гасит, а у них еще больше процент идет. То есть они временно выходят из какой-то ситуации, да, и попадают просто в яму. Очень много в таких семьях происходит не просто стрессовых состояний, но очень много разводов по этой причине, потому что семья постоянно находится в состоянии спора, конфликта, потому что нет устойчивого развития, нет семейного плана какого-то, да, и очень важно понять это и начинать анализировать свои доходы. Вот, допустим, собирается семья там раз в неделю, идеально, да, или раз в месяц хотя бы, да, и составляет финансовый семейный план на короткий период и на длинный период, да, соответственно, складывают все доходы, которые имеются у семьи, раскладывает по конвертикам, да, по целям мы говорим, да, есть обязательные платежи, которые мы, соответственно, выплачиваем, и есть платежи долгосрочные, там, да, цели, которые мы ставим и так далее. И, безусловно, если в семье уже есть дети, необходимо, чтобы дети тоже уже присутствовали даже в садиковом возрасте, с 5 лет идеально. Если ребенок уже будет участвовать в этих семейных планах, да, он уже будет понимать, что деньги не сыпятся на карточку, да, что с банкомата они и не падают, они зарабатываются родителями, зарабатываются довольно-таки непросто, скажем, да, что сейчас это работа, целенаправленная работа, да. И тогда семья, когда раскидывает свои планы, она понимает, ага, денег достаточно или недостаточно. Если недостаточно, это не значит бежать брать кредит. Это значит, нужно сесть и подумать, ага, может быть, работу сменить. Может быть, подработку найти. Может быть, если у нас какая-то еще есть цель, там, квартиру купить, машину купить, ребенка на учебу отправить и так далее, да, может быть, стоит подумать о том, чтобы увеличить свои доходы за счет того, что подумать о месте работы или о дополнительном заработке. Елена Геннадьевна, скажите, пожалуйста, вот есть у нас стопроцентный доход у условной семьи, да? Как правильно распоряжаться в данном случае деньгами? Сколько процентов на обязательные оставить нужды, да? Сколько там можно оставить на черный день, грубо говоря, на развитие какое-то? Вы знаете... Есть ли какое-то универсальное правило? Есть правило, но каждый процент выделяет, есть обязательные платежи. Это ЖЭУ, это там, питание, допустим, садик или там школу там оплачиваете вы, это проезд до работы, там, соответственно, это питание. И у каждого это разный процент, безусловно. Потому что кто-то ездит на автобусе, кто-то ездит на машине, соответственно, нужно заправлять машину бензином, нужно страховку покупать и так далее. То есть нужно вкладывать в машину деньги. Поэтому этот процент будет варьировать, соответственно. Ну, то есть каждый определяет сам. Каждый определяет сам, да. От чего он может отказаться? От чего можно отказаться? От чего ради нельзя? того, чтобы, допустим, поставить какую-то финансовую цель в семье. От чего нельзя, безусловно. Давайте перейдем к обсуждению деятельности Уфимского регионального центра финграмотности. С какими категориями граждан вы работаете, да, и каким образом люди могут узнать о том, чему они могут у вас научиться? Вы знаете, самая основная задача нашего центра – это сейчас подготовка педагогов к внедрению в ГОСТы по финансовой грамотности. С 1 сентября 2022 года внедряется финансовая грамотность
1 по 9 класс не как предмет, а как, соответственно, курс предметы. И поэтому наша основная задача сейчас это подготовить республику, подготовить педагогов к тому, чтобы они смогли внедрять в свои предметы финансовую грамотность. И более 2500 преподавателей мы уже обучили финансовой грамотности в республике. Но, извините, это всего получается где-то там около 7%, не так много. По идее, если мы говорим о большом количестве, о всех преподавателях, которые работают у нас в школах. Что включает в себя курс? В курс включает в себя программу, которая рассчитана... Во-первых, у нас их несколько, начну с того, что есть прям конкретно маленькие программы, 24-часовые, направленные на финансовую грамотность в математике, или финансовую грамотность в экономике, в географии, финансовую грамотность в обществознании. Да? Соответственно, эти курсы, они специфические, короткие и... Допустим, если мы говорим о начальной школе, то есть это предмет окружающая среда, что здесь можно показать? Это как раз анализ расходов и доходов семьи, да, это безусловно и математика, и начальная школа – это математика и окружающая среда. Это безусловно работа с интернетом, то есть где можно действительно доверять, а где нет, почему нельзя, допустим, не разобравшись, платить через интернет за какие-то товары. То есть будут учить разбираться, где действительно, какими программами можно пользоваться, какими нельзя пользоваться. Это что касается начального звена. А 5-9 класс, там уже более посерьезно. Там риски предпринимательской деятельности, там умение заполнять, извините меня, госпошлин, налоги и так далее. То есть очень много того, чего родители этого поколения не знают и не умеют, к примеру, да. Дети это будут изучать в школе, это конкретные навыки, мы если говорим, да, конкретная практика, чтобы дети уже этим могли пользоваться, научить своих родителей пользоваться этим в семье, ну и многие другие темы. Поэтому педагогам мы даем как теоретические знания, так и практические навыки. Кроме курсов у нас очень много вебинаров, очень много программ интересных, где мы им помогаем освоить именно через практические навыки. Да? Кроме педагогов мы очень активно занимаемся и еще с людьми группы риска. Группа риска – это матери-одиночки, это пенсионеры, это предпенсионеры, это люди малоимущие, это безработные. Мы набираем группы и читаем для них интересную очень программу, разработанную. У нас эта программа уже несколько лет. Я хочу сказать, что вы знаете, как приятно получать отзывы после работы вот именно с такой группой населения, потому что с ними работать довольно-таки очень непросто. У них всегда очень много вопросов, очень много проблем. У нас работает группа, в котором помогают им эти вопросы обсуждать, решать. И когда они по окончанию курсов пишут такие нам благодарственные поэмы, да, и говорят о том, что мы им помогли решить проблемы, они научились деньги не просто зарабатывать, а вкладывать дальше, увеличивать процент, да, рост, соответственно. Нам это очень приятно, безусловно, и мы рады помогать через финансовую грамотность, через знания, которые мы даем такой категории населения. А как стать слушателем? У нас есть сайт, на сайте Института развития образования есть наша страница Уфимский РМЦ. Нужно зайти и найти курсы, заявки, заполняйте заявки, и, соответственно, мы эти заявки получаем моментально и расписываем по календарному плану, кто когда будет обучаться. Это бесплатно? Это бесплатно. Все курсы мы проводим бесплатно. Эффект видите вы? Безусловно, эффект видим. Ну, что там говорить? Мы с 2014 года набрали инновационную площадку, работаем 26 образовательных организаций, 3 садика и 23 школы. Эффект поразительный. Я говорю как о теоретических знаниях, так и, самое главное, о практических навыках. Теоретически, изучив этот предмет, нас ребята побеждают на олимпиадах. В России у нас в 2021
2021 году было 20 призеров и победителей. Это мы по России заняли первое место по количеству, Олимпиада финансовой грамотности и защиты прав потребителей. Мы очень рады этим результатам. Теоретически, я считаю, это вот как раз конференции, в которых участвуют у нас и дети, и педагоги, и делают проекты, уже предпринимательская жилка у них уже развивается, да. Вот. А практически это как раз, безусловно, это вот эти вот навыки, умение, соответственно, пользоваться финансовыми инструментами, анализировать и понимать, что куда можно вкладывать и какие последствия от этого будут. Планируете ли в ближайшее время какие-либо семинары, в которых также могут принять участие кто-то из наших зрителей? Вебинары постоянно ведем. График вебинаров есть на сайте нашем. Можно заходить, смотреть темы вебинаров, выбирать, какие интересны, соответственно, и слушать их. У нас есть записи вебинаров, пожалуйста, то же самое. Можно пользоваться этими записями. У нас очень много интересных тем. Например? Эти вебинары, допустим, по налогам. Далеко не все хорошо разбираются в этой теме. Почему бы, как говорится, не научиться и не понимать, не разобраться в этой теме до конца. Но тема совершенно разнообразна. Каждый на свой вкус найдет. Елена Геннадьевна, скажите, пожалуйста, у финансово грамотного человека какие основные принципы? 2-3. Назовите, пожалуйста. Самое главное — уметь анализировать свои доходы и расходы. Вот это самое главное. И уметь ставить цели финансовые. Вот эти две я бы назвала очень важными темами. Спасибо вам большое. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была руководитель Уфимского регионального центра финграмотности Елена Сидикова, и мы говорили о том, как быть успешным и богатым. И те, кто еще сегодня находится в категории бедных, они также могут воспользоваться услугами центра и получить знания, которые помогут выправить ситуацию. Не переключайтесь, все самое интересное в нашем эфире.